В Северной Осетии отмечают День города и республики. Сегодня для жителей и гостей города организовали масштабную праздничную программу. На набережной реки Терек с самого утра развернули тематические площадки. Большинство из них по традиции с национальным колоритом. Для маленьких гостей праздника подготовили специальную программу, разнообразные игры и развлечения. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Выверенные пропорции, тесто, начинка и специи, а главное, готовят здесь душой и хорошим настроением. Пара минут в ловких руках мастерицы, и пироги отправляются в печь. Яблоки натертые, отдельно у нас сок и сахар. Распластали, подготовили тестовую заготовку, начинку полили соком, сахаром присыпали, слепили и формуем пирог. Ну а дальше уже по классике, как вы знаете, в буржуйку. На площадках фестиваля осетинских пирогов можно продегустировать традиционное национальное блюдо с разными начинками. Сыр, картошка, капуста, мясо, тыква, фасоль и яблоко. Угощение пришлось по вкусу даже самым взыскательным гурманам. Качественно делают от души эти пироги. Руки золотые и очень вкусно. Понравились сегодня все площадки, как и пекут пироги, все это, и художественные промыслы, и вообще хорошо очень все организовано. Мне нравится больше всех с картошкой. На соседней площадке готовят еще одно национальное осетинское блюдо – зыка. Его важно непрерывно помешивать, чтобы получилось вкусно. Простое приготовление, но очень сытное, да. Значит, зыка можно приготовить из свежего сыра. Вот сейчас у нас зыка из сметаны 35% жирности. Большая часть праздничных площадок с национальным колоритом. Здесь можно познакомиться с продукцией местных ремесленников. Это и сувенирные изделия, ножи и топоры. Металл в руках кузнеца прямо на глазах гостей обретает очертания и форму. Горожане и гости столицы смогли стать участниками разных мастер-классов, к примеру, свалять из шерсти шляпу своими руками. Процесс трудоемкий и занимает порядка 2 часов. Так вот выглядит. Мы ее раскладываем на шаблон, потом щелочная среда и процесс усаживания дальше идет. Сейчас молодежь очень этим интересуется, делает. Появились новые сорта шерсти. А на этой площадке гости могут познакомиться с элементами быта наших предков. Старинные ручные чесалки, маслобойка, традиционный очаг, а также старинные национальные детские игры. Все это можно не только увидеть, но и попробовать самому. Свое мастерство на площадках показали и танцевальные коллективы республики. Знакомые всем национальные мотивы стали точкой притяжения для горожан. С праздником горожан поздравил глава республики Сергей Миняйло. Встретили руководителя региона традиционными 3 пирогами, а после познакомились с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, а также с работами мастеров и ремесленников. Рады вас видеть. Я тоже рад. Вообще, Еланфанда – это такая историческая. Юные гости праздника смогли сразиться в бою нартов и попробовать свои силы в убойном футболе. А фотозона в деревенском стиле полюбилась даже самым маленьким горожанам. На этом праздничная программа не заканчивается. Завтра тематические площадки продолжат свою работу. Программа Дня Республики и Дня города схожа, но тем не менее мы пригласили и других участников, поэтому завтра в День города у нас здесь будет и выставка ретро и современных автомобилей, будет молодежная площадка, где будет представлено современное уличное искусство и спорт. Это будет и паркур, и воркаут, и граффити. Сегодня вечером жителей и гостей Владикавказа ждет праздничный фейерверк на набережной Терека, а завтра насыщенная программа завершится большим концертом. Алина Хасева, Давид Битиев, Новости Осетии.